Перед тем, как начать данный обзор, я бы хотел дать небольшую новую информацию. Что такое травести? Травести – это театральное амплуа, требующее исполнения переодетым лицом роли другого пола. Для казахстанского зрителя, человеком, использующим данный инструмент в своих фильмах, несомненно узнается Нуртас Адамбай. Ведь все же мы знаем такие шедевры отечественного кино, как Килинка Сабина 2, Килинка Сабина 3, где режиссер и по совместительству актер играет роль женского персонажа. Но сегодня мы будем обозревать совсем другой фильм Адамбая. Тоже женский персонаж, тоже комедия, кто бы, сомневался. И название этого фильма «Кудалар». Так что же нам говорит название? Скорее всего, мы будем смотреть на взаимоотношения семей, созданные из-за решения молодожен создать новую ячейку общества. Но забегая вперед, хочу сказать, что вы сильно ошибаетесь. Фильм совсем не об этом. Добро мне пожаловать на YouTube, и это мой первый видеообзор на фильм «Кудалар» от Нуртаса Адамбая. Ты что делаешь? Что? Ты сейчас совсем охренел, что ли? Что случилось? Уже 3 час ночи. Я видео снимаю просто. Все, заканчивай. Ну, я же хотел... Выключай, сказала. Добро мне пожаловать на YouTube, и это обзор на фильм «Кудалар». Фильм с самого начала знакомит зрителя с персонажем Жанет, которую играет непосредственно сам режиссер. И здесь я сразу хочу обозначить свою позицию по этому поводу. Мне нравится Нуртас Адамбай в образе женщины. У него это действительно классно получается. Чего, к сожалению, не скажешь про шутки в этом фильме. Дело в том, что эти шутки заходят только для локального зрителя. И моя жена, которая родом с Астаны, не в состоянии понять эту шутку. Да. Что это? Бұл шай ғой, апай? Какая я тебе апай? Почему чашка не полная? Ну так правильно, чай же быстро остывает. Налейте мне нормально чай. И что же тут смешного? Ну, смотри, когда наливаешь мало, чай не успевает остыть. Соответственно, ты показываешь свое желание, что ты готова наливать все больше и больше. А если ты наливаешь до краев, это типа «на, подавись». Что за бред? Помните, как в самом начале я сказал, что фильм не о взаимоотношении кудаларов? Так вот, фильм про лохов-мужиков, которые сидят, лежат и дышат только по соглашению своей благоверной. Мы узнаем, что муж Жанет не работающий домохозяин. Свой человек, в общем. Привет, доченька. Ты у меня такая красивая. Вся в маму. И в папу. Не дай бог. Я просто хочу, чтобы ты была счастлива. Чтобы рядом с тобой был красивый, храбрый, умный, интеллигентный, солидный мужчина. Не, ну серьезно, я охреневаю от такой ненависти Жанет к своему мужу. В одной только сцене она 4 стирает все мужское, что есть у ее мужа. Как же хочется, чтобы он хоть раз сказал Иди нахуй, но я сказал, иди нахуй. Далее мы узнаем, что дочь Жанет Диана решает выйти замуж за обычного деревенского парня родом из Шымкента, Данияра. Она приезжает в аул, чтобы знакомиться с родителями Данияра, которые по типу полностью противоположности родителям Дианы. Дело в том, что если одни с южного региона, то другие с северного. На этом авторы и строят каламбур. В действительности такие люди есть. Но опять же, чтобы понимать суть каламбура, надо быть в теме. Айналайын, Дианажан, у меня рука болит. Ты чай налей, пожалуйста? Конечно. Вот, пожалуйста. Рахмет. Батык бетпе. И что, наливать полную чашку плохо, что ли? Ну, на юге это не приветствуется. Налей тогда по-северному. Родители Данияра также негодуют от новости, что сын хочет жениться на городской девушке. И здесь мы можем заметить схожести родителей. Вы, наверное, подумаете, что эта схожесть основывается на одинаковом мнении по поводу решений своих детей и по поводу будущих кудаларов, но боюсь вас огорчить, что нет. Схожесть в том, что мама Данияра, как и Жанет, терроризирует своего мужа, а папа Данияра также на поводке у жены.
Қотақпастар. Не керек нахуй? Сен подка полком жүрсің ба? Көйлегің қалай? Мәссаған. Айшвария Райдың өзі кіріп келді ме десем, Ол кім тағы? өтті әдемі әйел. Бірақ саған жетпейді. Кушай быстрее. Родители молодоженов устраивают самый настоящий казахский кудалык. Те, кто не в теме, объясню. Это когда сторона жениха и сторона невесты в первый раз знакомятся. И обычно это проходит в праздничной обстановке. Уважаемые дамы и господа, встречайте, Шана Кудалар, семья Базарбековых. Далее режиссер нас знакомит с родственниками Данияра и Дианы. И именно так, по мнению автора, выглядят модники южной столицы. Мы люди простые, у меня свое хозяйство, я развожу скот. Пока все нормальные люди тендер разводят, наш будущий куда скот разводит? Это наша... Не разводишь незаконно тендеры, не тратишь деньги впустую и не откатываешь нужным людям? Ну ты, конечно, лох. Спасибо большое. Теперь очередь семьи Нурлыбаевых. Че сидишь? Точно, это же мы Нурлыбаевы. Никак не могу привыкнуть к твоей фамилии. Слушайте, а не слишком ли много унижения мужского пола на 1 квадратный метр? Родители дают свое согласие на свадьбу и официально объявляются кудаларами. Семья Нурлыбаевых приглашают Базарбековых к себе домой, дабы познакомиться ближе, чему, конечно же, не рады женщины. Мама, мне так нравится жить в ауле. Познакомься со своими внуками. Берик, Серик, Айгуль, Нуркуат, Сауле, Айзада, Карлыгаш и Сулшаш. Пусть радуется, что хотя бы не так. И да, как же без очередного унижения мужика. Жены не в восторге друг от друга. Грубо говоря, они друг друга ненавидят. Но вот для мужиков их знакомство как глоток свежего воздуха посреди вони под названием подкаблучничество. Муж Жанет предлагает кудаларам остаться еще на пару дней, пока не закончится подготовка к свадьбе. Той, қандай мейрамхана өтеді? Excuse me. Ой, извините, у нас казахский язык в 5 классе преподавали, и то учительница постоянно болела. Что вы сказали? Я буквально пару слов не разобрала. Ох уж этот клише про северных, которые не знают казахский. Бауырым, мен уже шынымды айтайын, әйелім қанымды ішіп болды менің. Үйден қашудың амалын іздеп жатырмын мен. Жақсы, давай. Что ты говорил? Не, ничего, дорогая. Люблю тебя. Данияр просит своих родителей подружиться с родителями Дианы. Хоть и мама Данияра не желает дружить с Жанет, она с мужем приезжает к ней на работу, где вот уже 3-й раз за фильм показывается шутка с чаем. Осы қалалықтар дұрыстап шай құя алмайды. Соншама толтырған несі. Президент толтыр. Что вы говорите? Я говорю, чай очень вкусный. Далее женщины начинают выдавать для зрителя тонны локальных приколов, которые опять же поймут только те, кто в теме. Вообще, казахский язык может выучить тот, кто сможет произнести слово «қанағаттандырылмағандықтарыңыздан». Как? «Қанағаттандырылмағандықтарыңыздан». После этого мы видим несколько сцен, которые никоим образом не двигают сценарий. Папа Данияра ждет свою жену в салоне красоты и, сильно захотев в туалет, случайно попадает на блокчейн-конференцию.
Все это видит Жанет и охреневает от происходящего. После Данияр и Диана обсуждают эту ситуацию. Проблема в том, что эти сцены попросту можно вырезать из фильма, и ничего в принципе не изменится. Сценаристы вместо этого могли бы больше уделить внимание на молодоженов, показать их волнение по поводу взаимоотношений своих родителей. Алло, мам, сәлемдерді қалайсыздар? Мам, бүгін сіздернеге келуге бола ма? Жанет по традиции начинает выливать порцию говна на своего мужа, а мы по традиции получаем порцию локальных шуток. А этот зал не маленький? Наши гости поместятся? Ну что вы, это достаточно большой зал. 500 человек вмещает. 500. О, вы что? Только со стороны Райхан будет 500 человек. И еще мои родственники столько же. Проблема в том, что это не смешно, это жизненно. Я, по национальности казах, знаю, что нам свойственно проводить свадьбы с большим количеством гостей, но в этом для меня нет никакого юмора. Пока родители Данияра вспоминают всех своих знакомых, чтобы пригласить на свадьбу, ибо Яд Булат, Жанет встречает своих немецких друзей, которые приглашают их с новыми кудаларами в гости. Но Райхан ловит жесткий триггер, когда узнает, что Жанет дружит с немцами. Дело в том, что дедушка Райхан был советским солдатом, который ушел на войну, и поэтому она негодует от их дружбы. Mein Großvater war auch ein Bauer. А ее дедушка был фермером. А мой дедушка был солдатом. И мы вас, кстати, выиграли. Я это переводить не буду. Скажу честно, мне эта сцена понравилась. Видите ли, я очень люблю фильмы, которые умеют смеяться над историей прошлого и основываются на политической сатире. «Смерть Сталина», «Бесславные ублюдки», «Интервью», «Диктатор» и прочие крутые фильмы действительно заставляют меня смеяться. Вы можете сказать, что это очень даже по-быдлански, но и интеллектуалом я себя тоже не назову. И поэтому сцена, где аульская женщина, которая до сих пор считает немцев врагами, меня, если честно, неплохо так позабавила. Попробуйте сравнить каламбур этой сцены с другими сценами, где шутки а-ля «Салем Салу», «Недолитый чай» и так далее. Так, сейчас же встали и нафигачили мне вещь. После ужина недоглавые семьи отпрашиваются у своих жен и идут в молодежный клуб танцевать под скриптонита. Паханы находят общий язык, и они пытаются доказать друг другу, что они что-то стоят в этой жизни. Аульские кудалары возвращаются к себе в аул, Данияр и Диана притворяются, что они вообще есть в этом фильме, а Жанет, гуляя по дому, находит в комнате Дианы письмо из Нью-Йорка с приглашением на работу в музее. Узнав, что дочь может уехать жить в Америку, Жанет резко меняет свое решение по поводу свадьбы Данияра и Дианы, попутно унижая своего мужа. В общем так, ты должен сегодня же поговорить с ней и сказать, что не даешь своего отцовского согласия. А если не поговоришь, то я приглашу в гости мою маму на полгода. Понял? Понял. Хорошо, хорошо. Поговорим. То-то же. Фу, блин, тряпка половая. Жанет, увидев, как Диана расстраивается из-за разговора с отцом, делает вид, что ничего не знает, что это отец ничтожество чмошное, пытается отобрать счастье дочери. Ой, иди ко мне, доченька. Вот такой у нас папа, что поделаешь? Какое наказание? Ну, пожалуйста, скажи ей слова, которые она заслуживает. Ты будешь делать то, что тебе говорят. Буду, я не поняла. Будешь ты делать, блядь, то, что тебе говорят, блядь. Буду, только не кричи сейчас. Нурлубаевы приезжают в шымкентский аул, где живут их кудалары, а зрители получают очередную порцию приколов про незнание языка, подарки, про камозы и так далее. На утро, когда Жанет с мужем обсуждают, какие, оказывается, хорошие их кудалары, мама Данияра, услышав неправильно, закатывает истерику. А может, зря я все это время говорила, что они нам не подходят? Ну, конечно, зря. Что я против их свадьбы и что Данияр недостоин Дианы.
Кто недостоин Дианы? Вы хотите сказать, что вам не нравится наш сын? Я такое не говорила. Да если хотите знать, это ваша дочь недостойна нашего сына. Чего? Жанет и Райхан, просто ехидно обсирая друг друга на протяжении всего фильма, решают, что именно в конце нужно развязать конфликт всей картины. Нурлубаевы мигом уезжают к себе в город, а Диана и Данияр обсасывают дурацкую ругань родителей. Ты хочешь сказать, что тебе не нравится моя мама? Мне не нравится, что она постоянно ищет во мне какие-то изъяны. Да это твоя мама постоянно смотрит на меня, как будто я вам что-то должен. Не говори так про мою маму. А ты ничего не говори про мою маму. Да боже ж ты мой, до конца фильма осталось 15 минут. У вас что, сценаристы приняли скорость? После этой ссоры Данияр и Диана объявляют своим родителям, что свадьбы не будет. Я бы, конечно, пообсуждал с вами никчемность причины отменять свадьбу, но хочу показать другое. Итак, узрите настоящие мужские яйца. Ты понимаешь, что это ты виновата в том, что свадьбы не будет? Чего? Ты изначально была против. Я не поняла. Ты мне что, решил бунт устроить? То, что я всегда молчал, это не значит, что я тебя боюсь. Это значит, что я всегда любил свою семью. То есть тебя и Диану. И если я постоянно делаю для тебя массаж шеи, это не означает, что я должен теперь делать массаж ступней. Біздің отбасымыздың бақыты үшін мен қолдан келгеннің бәрін жасадым. Үндемедім. Үндемегенді әлсіздік деп, өзіңе деген махаббатын сезбедің. Енді мен тыңда. Саған не болды? Ты разве не видишь, что ты портишь жизнь нашей дочери? Она любит Данияра. Неужели ты не замечала, как они смотрят друг на друга? Да он же смотрит точно так, как я на тебя смотрел всю жизнь. Смотрю. И надеюсь, что буду смотреть. Всегда. Ты хочешь сказать, что это я виновата? Я, сен виноватсың. Ой, біздің келін андай емес, біздің келін мұндай емес. Сәлем сала алмайды, шай құя алмайды, жүрісі ұнамайды, күлісі ұнамайды. Салт дәстүрді білмейді деген сен емес пе, а? Ей, Райхан, ең бастысы, олар бір-бірін жақсы көретін сен әлі түсінген жоқсың. Айқайлама маған! И вообще, ты убила все мужское во мне. Я от пола 10 раз отжаться не могу, потому что тестостерона вообще не осталось. Да как ты не поймешь, что это не шутки? Это жизнь нашей дочери. Но... И никаких «но». Бұл үйде қожайын мен, точка. И даже не смей со мной пререкаться. Хотя бы сейчас. Сен білесің бе, Диананың Данияр үшін армандаған мамандығынан бас тартқан, а? Ей, Райхан, түсінсеңші, біреудің көз қарасымен өмір сүруге болмайды ғой. Бұлай істесең ұят болады, бұлай істемесең ұят болады. Ей, Райхан, ұят деген өзіңнің өміріңмен өмір сүрмеу. Ұят деген мына жаңа нәрсені көрмей болашаққа ұмтылмау. Ұят деген анау бұрынғы ойың бар ғой, содан шыға алмау. Ұят деген кез келген нәрсеге ана ұят болады деген сөзді қыстыру. Мне нағыз ұят. Но на самом деле в этой сцене толкается абсолютно здравая и уместная мысль. Далее мы видим сцену с Данияром, которая вообще не работает должным образом. Объясню почему. Данияра мы попросту не знаем. Мы только единожды видели его переживания по поводу отношений своих предков, поэтому эмоциям Данияра поверить сейчас крайне сложно. Но даже это не так критично. У сценаристов есть только 10 минут до конца фильма, и за этот промежуток нужно очень быстро развить персонажей. Жанет, пересмотрев все свои взгляды к своим кудаларам, резко учится говорить слово Қанағаттандырылмағандықтарыңыздан. Мама Данияра пытается убедить сына, что Диана, та единственная любимая килинка, пошли ее быстрее возвращать. Не развиваются только паханы. Казалось бы, после такой хорошей сцены, которая по сути должен менять сюжет и развить двух отцов как персонажей, как были лохами, так ими и остаются. Эй, балам, ты это давай послушай маму. Она же тебя родила. Диана все-таки решает улететь в Нью-Йорк, а Данияр, послушав своих родителей, приезжает в аэропорт, чтобы остановить ее. Айнала, ана келін кетіп бара жатыр ғой. Аға, жұмыс солай, ренжімеңіз. Беги сумку и беги. Зачем? Быстро! Помогите, сумку украли! Помогите, сумку украли!
Зрителю показывают, что Данияр не успел, но мы же с вами прекрасно знаем, что это не так. Там Диана осталась, и они обязательно поженятся, потому что это же классика, жанра. Молодожены устраивают типичную казахскую свадьбу на природе, со стульями, все как обычно. Все счастливы, никто никого не ненавидит. И только в самом конце Диана своим монологом раскрывает полностью весь смысл этого фильма. Данияр, у меня будет просьба к тебе. Я не хочу, чтобы у нас все было, как у родителей. Все-таки мужчина должен быть главным всегда. Ничтожество, лохи, долбанные подкаблучники, как же Адамбай вас ненавидит. Мне кажется, что это круто, если и в кино, и в жизни доминируют женщины. Я думаю, что мир уже пришел к тому, чтобы женщины могли взять на себя роль управляющих. А теперь давайте поговорим о серьезном. На самом деле, я не просто так выбрал данный фильм для моего первого обзора. Фильм «Кудалар» не так плох, как другие отечественные фильмы. Да, не без грешков, да, заезженные и сугубо казахские шутки, но все же, этот фильм по сравнению с другими кинокомедиями выглядит вполне таки смотрибельным. Я с легкостью мог начать с таких фильмов, как «Регистратор», «Той любой ценой», «Гудбай, мой бай», поверьте, тошнотных фильмов у нас действительно хватает. Я даже могу сказать, что Нуртас Адамбай по сравнению с другими режиссерами вызывает во мне больше уважения. И в первую очередь, это из-за его желания выдавать картины ради творчества. «Тарас и лифт» — фильмы для любителей. Но все равно, создание данных картин я расцениваю как попытка сделать то, чего ни в коем случае не сделали бы другие киноделы. Итак, мой обзор на фильм «Кудалар» на этом заканчивается. Если вы зашли посмотреть только обзор, я советую вам выключить видео прямо сейчас. Потому что дальше мы будем говорить о проблемах нашего общества. Задайте себе вопрос, кто есть женщина в отечественных фильмах? Ответ, конечно же, будет неоднозначным, но все же давайте попробуем покопаться. Как я и раньше говорил, у отечественного кинематографа есть ряд образных шаблонов. Быдло, шалахазак, прости меня господи мамбет, подкаблучник и женат-тиран. Знакомы ведь, правда? Я очень часто замечаю, что авторы намеренно создают из женщины образ деспота, которая терроризирует своего мужа-подкаблучника. Эти женщины сильны, они доминируют в отношениях со своим мужем. И судя по этим фильмам, можно сделать вывод, что положение женщин в нашей стране самое что ни на есть наилучшее. Но давайте попытаемся разобраться, так ли это в реальной жизни. И чтобы разобраться с этим вопросом досконально, нам поможет активистка и борец за права женщин в Казахстане Фариза Оспан. Итак, Фариза, спасибо тебе большое, что приняла мое предложение снять вместе видео. Я бы хотел с тобой поговорить о теме, которая прям меня очень сильно как человека настораживает. И я считаю, что это огромная проблема нашей страны, проблема нашего общества. И мы, если не решать эту проблему, то хотя бы об этом должны говорить. Поэтому я бы сейчас с тобой хотел обсудить именно эту тему, тему Института прав женщин в Казахстане. Итак, первый вопрос. Как ты считаешь, какой сейчас уровень в целом вот этого Института права женщин в Казахстане? Привет, Алибек. Меня радует, что тебя волнует этот вопрос положения женщин в Казахстане и что ты понимаешь его в своем видео. И вот то, что ты спросил про ситуацию с правами женщин в Казахстане, этот вопрос очень часто задают феминисткам и с таким, знаешь, с такой претензией, типа, а чем вы недовольны, все ведь хорошо. И взрослые люди обычно любят цифры, поэтому я сегодня записала несколько цифр, статистику привела, специально, чтобы те, кто постоянно спрашивает, да что с вами не так, они посмотрели на эти цифры и, возможно, поменяли свое решение, но это не факт. Возможно, это не произойдет. Итак, например, 213 профессий в Казахстане запрещенных для женщин. У нас есть такой список запрещенных профессий. 60-е место занимает Казахстан в рейтинге, в всемирном рейтинге гендерного равенства. В список вообще входят 149 стран. Для сравнения, например, Россия на 75-м месте.
Германию на 14-м, Финляндия на 4-м и Швеция на 3-м. Следующий факт, что на 32% зарплаты женщин ниже зарплаты мужчин, то есть за одну и ту же работу женщины получают низкую зарплату, ниже, чем мужчины. Каждые 5 часов в Казахстане насилуют одну женщину, и это вообще ужасная статистика, мне кажется, ею должны все заинтересоваться и ужаснуться. И следующая статистика тоже не менее ужасная. 51% уголовных дел об изнасилованиях в прошлом году, в 2019 году, были прекращены в связи с примирением сторон. По новому закону, слава богу, примирение сторон запрещено. Но если подумать, все эти преступники, которые были отпущены в прошлом году, они сейчас гуляют на свободе. 5000 краж женщин совершается каждый год с целью насильного замужества. Краж-невест, так называют. Обычно мы так называем. 68% женщин в казахстанских тюрьмах, они сидят за то, что они защищались от бытового насилия. Например, в прошлом году есть новость. В городе Туркестана женщину молодую, 23-летнюю, посадили. Там ей дали большой срок, то ли 8, то ли 10 лет лишения свободы, за то, что она убила своего мужа. Но он неоднократно, и это доказано, избивал ее до этого. И это скорее даже самозащита, а не убийство. Так, и 57 место занимает Казахстан из 190 стран по уровню представленности участия женщин в национальном парламенте. И понимаешь, Альбек, это только несколько цифр, которые я привела. Есть еще статистика по бытовому насилию, например, 400 женщин в год умирают. Это союз кризисных центров, но эта цифра очень-очень сильно занижена, потому что других исследований, к сожалению, в Казахстане никто не делал. Вот. И вот так мы живем, женщины, и вы, наверное, сможете, вот зритель сам может посудить, нормально это положение или нет. Я считаю, что нет. Последнее, что ты говорила, это было бытовое насилие. Я бы, наверное, сейчас хотел бы поговорить именно об этом. Скажи, пожалуйста, бытовое насилие вообще в Казахстане, как ты считаешь, какие причины главные возникновения бытового насилия в нашей стране? И как ты считаешь, можем ли мы с этим как-то бороться? Есть ли методы, как бы сказать, сокращения количества жертв? Я тебя поняла. Вообще бытовое насилие, оно в разной степени присутствует в каждой стране, вне зависимости от уровня развития. И бытовое насилие также существует во всех там слоях населения, вне зависимости от уровня образованности, там, обеспеченности, да, этнической принадлежности, расы. Я думаю, что самая главная причина бытового насилия — это исторически сложившееся положение женщин. У нас еще любят говорить, что женщина должна быть на одну ступень или на одну голову ниже мужчины. Это вот такое положение, то есть силы не равны, и женщины теряют свои права. Что можно сделать? Это, конечно же, нужно устранять культуру насилия, то есть нужно осуждать того, кто совершает насилие, а не жертву, потому что у нас часто говорят, что вот ищут, знаешь, причину в поведении женщины, там, может быть, она не так себя вела, может быть, она спровоцировала. Некоторые всерьез считают, что, например, если женщина не приготовила ужин, то ее можно побить. Если она, например, пошла на вечеринку с подругами, то она достойна того, чтобы ее избили, то есть она сама заслужила. И вот это вот такая очень важная причина. Другая причина еще, что мы считаем те вещи, которые происходят внутри семьи, это вот какими-то личными семейными вещами, и когда там женщина хочет поделиться с тем, что происходит, мы говорим: не выноси ссоры из избы. Это вот типа то, что должны решить друг с другом муж и жена. Вот ты, наверное, возможно, слышал, в начале года были изменения. Теперь вот за бытовое насилие предупреждение может мужчина получить, да? Нужно иметь в виду, что у бытового насилия такая гендерная направленность. 96% тех, кто подвергается бытовому насилию, это именно женщины и дети. Есть еще некоторые говорят, вот бытовому насилию подвергаются и мужчины тоже, да, но это очень-очень маленький процент. И смотрите, если законы против бытового насилия будут работать вообще в стране, то они защитят мужчин, которые тоже страдают от этого насилия.
И насилие нужно перевести в уголовный кодекс, а не в административный. Также вообще очень много чего нужно сделать в этой сфере. Например, должны быть спецподразделения в полиции, которые будут работать против в борьбе с бытовым насилием. Да? Вообще нужно переучать полицейских, как они реагируют на звонки. У меня был случай такой, что я слышала, как соседи ругаются, и что муж бьет жену. И когда я вызвала полицейского, он сказал, что я это все придумываю, это хорошая семья, и он не стал вообще мое заявление рассматривать и попросил его забрать. И я считаю, что это совершенно неправильная реакция, и потом вот эти вот случаи должны рассматриваться и без даже тогда, когда это не сама жертва пошла и нажаловалась, написала заявление, например, соседи, вот как в моем случае, да, если бы мое заявление правильно бы рассмотрели, сейчас я бы этих криков за стеной не слышала. Все, я понял. Ты хочешь сказать, что социальное положение народа, то есть социальное положение людей, в принципе, не имеет значения. То есть для того, чтобы бороться с бытовым насилием, нужно в первую очередь ужесточать законы, правильно? Да, конечно, это имеет значение. Я считаю, что чем беднее народ, тем, наверное, там появляется алкоголь, да, какие-то вредные привычки, и необразованность тоже влияет, но это не главная причина, я вот это вот хотела сказать. И да, даже у нас, даже вот, как сказать, многие говорят про наш менталитет казахский, я считаю, что это бред, и у нас можно прямо сейчас, не знаю, вносить эти изменения и бороться с бытовым насилием. У нас государство не признает эту проблемой, и я не вижу никаких мер государственных, которые проводятся в борьбе с этим. Итак, Фариза, последний вопрос. Скажи, пожалуйста, считаешь ли ты возможным достижение гендерного равенства в Казахстане? Да, я считаю возможным это, потому что я вижу, что сознание людей потихоньку меняется, и весь мир стремится к гендерному равенству, и тут нет желания кого-то подавить, стать выше кого-то. Это, наоборот, очень круто, когда у нас будут партнерские отношения в семье, например, и когда исчезнет насилие, исчезнет неравенство в зарплатах, да, и во многом другом. Я считаю, что это вполне реально, и нет никаких барьеров, и нет никаких причин говорить, что у нас, возможно, свой путь развития, или казахские женщины испокон веков были такими смиренными и скромными, и теперь это типа невозможно в Казахстане. И когда я слушаю такие доводы, мне кажется, это неправильным, потому что мы ничем не отличаемся от других людей. И гендерному равенству в Казахстане быть, если даже кто-то этого не хочет, я могу сказать, что это точно будет. Здорово. Я не вижу никаких причин, чтобы этого не было. Как отец маленькой девочки, я хочу сказать, что мне очень важно, как развиваются права женщин в моей стране. Это и есть главная причина создания этого видео. В наших фильмах мы, то есть мужчины, очень сильно любим своих жен и никогда не подумаем о том, чтобы поднять на нее руку. Ради женщины мы готовы измениться. Ради женщины мы готовы научиться любить. Так почему мы не можем это делать в реальной жизни? Наша страна никогда не сможет назвать себя полностью демократической, пока будут ущемляться права людей, в частности, права женщин. Любите их и берегите, дорогие мужчины, не только в кино, но и в реальной жизни. До новых встреч!